Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о ДТП в самом центре Казани. Есть такое понятие, как опасная езда. Сразу несколько версий причин одного происшествия. Покажем, как в Татарстане на трассе полностью сгорела груженная фура. И что делать с пострадавшим от действий уже осужденного мошенника, продававшего несуществующие окна. Это не только в ближайшие 10 минут. Одним дорожным знаком меньше. Сегодня в самом центре Казани, на пересечении улиц Татарстана и Московской, автомобиль вылетел с проезжей части на островок безопасности, снес дорожный знак и зацепил рядом едущую иномарку. Версий происшествия очевидцев было сразу две. Их выслушал Сергей Хайдаров. Никто никого не подвязал. А почему тогда вылетела машина? Ну так получилось. Справился с управлением? По словам одного из водителей, правила дорожного движения никто не нарушал. Но рассказать как и, главное, почему произошла авария, не захотел. Версий произошедшего, рассказанных сотрудникам автоинспекции, было сразу две. По одной, водитель такси вот этого белого Hyundai подрезал черную Kia. Ее водитель, уходя от столкновения, вывернул руль влево и, наехав на островок безопасности, снес дорожный знак. Только от столкновения автомобилей это все равно не спасло. Благо людей в это время на переходе не было, и в происшествии никто не пострадал. Есть такое понятие, как опасная езда. Опасная езда? А кто продемонстрировал? Таксист продемонстрировал? Я вообще не был. Не видел. Водитель такси наотрез отказался рассказать свою историю случившегося и скрылся среди прибывших на место происшествия друзей, родственников и очевидцев. По другой версии, у черной Kia пробило колесо, вследствие чего водитель не справился с управлением, задев бордюр, снеся знак и зацепив белый Hyundai. Выяснить точные причины происшествия и определить виновника теперь предстоит сотрудникам автоинспекции. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». Отвлекся на мгновение, чем и спровоцировал столкновение сразу трех автомобилей. ДТП произошло минувшим вечером на Горьковском шоссе. Все водители двигались со стороны Казани. В какой-то момент один из них переключил свое внимание с дороги на мобильный телефон. Логичные последствия не заставили себя долго ждать. Он зацепил одну машину, затем врезался в другую. Дмитрий Аренин расскажет подробности. Мне как шея болит, но вроде сказали, все нормально. Вечер водителя «Шевроле Нивы» был безнадежно испорчен. К внезапной боли после столкновения добавились и другие проблемы. Мужчина направлялся в командировку из Казани в Йошкар-Олу. Добраться до пункта назначения вовремя помешала «Шевроле Кобальт», что ехала следом. Произошел удар, я ушел вправо, эта машина зацепила еще одну калину. В итоге 3 машины. Он, говорят, сначала догнал Ниву, ударил ее в левое заднее крыло, после чего столкнулся с Ладой Калиной. Свою вину, впрочем, мужчина не отрицал и лаконично рассказал о причинах такого вождения. Авария. Отвлекся за рулем. Все. Так, пробег. А? Телефон. Учитывая, что виновник аварии был определен на месте происшествия, прибывшим на место сотрудникам ГИБДД оставалось лишь оформить все необходимые документы. Покинуть место происшествия все автомобилисты смогли без помощи эвакуаторов. Дмитрий Аренин, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Сгорела фура с 20 тоннами полистирола. Кадры горящего длинномера нам прислали очевидцы происшествия. ЧП произошло на 65-м километре автодороги Алексеевская, Высокий Колок, недалеко от села Нижнее Алькеево. Водитель большегруза в происшествии не пострадал. А в Нижнекамске сегодня днем загорелось поле на улице Гайнуллина. Горит оно в этом году далеко не в первый раз. Бывало, огонь вплотную подбирался к жилым домам и автостоянке, угрожая уничтожить припаркованные там машины. Сегодня несколько пожарных расчетов около часа тушили поле сухостоя. Оно разгоралось вновь и вновь, разносимо сильным ветром. Альбина Минибаева об опасности горящей травы. Тушить горящую траву прибыли сразу несколько пожарных расчетов. Ликвидировать очаги возгорания мешал сильный ветер. То тут, то там из искры раздувалось пламя, а трава разгоралась вновь. Сухостоя на поле очень много, и огонь легко находил себе новое место. Я звонил минут через 15, наверное. Ну, сначала маленький там, дым. Пошел дым. Я позвонил. Там уже вызвали, говорят, ну, пока не доехали, минут 20 прошло, тут все нормально. Одиночки исходили уже эти с такими маленькими рюкзаками. Но он все быстро, потом ветер пошел сюда. С
Справиться с огненной стихией на этом поле сухостоя пожарным все же удалось. Спустя час остались отдельные небольшие очаги, не представляющие угрозы для дальнейшего распространения пламени, и ликвидировать которые спасателям труда уже не составило. Что это было? Самовозгорание или поджог пожарный, дознаватели определят чуть позже. Альбина Минибаева, Анастасия Попова, Евгений Лызаев. Вызов 112. В Ахитовский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы и бывшего студента Казанского государственного медицинского университета. Обвиняются они в посредничестве в передаче взятки и в получении незаконного денежного вознаграждения. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что зимой студентка вуза обратилась к знакомому с просьбой помочь со сдачей экзамена. Он предложил преподавательнице за 70 тысяч рублей проставить девушке положительные оценки без проверок знаний. При этом сумму студентке озвучил другую – 120 тысяч. Разницу планировал оставить себе. Девушка обратилась в полицию, и после перечисления денег на карту и проставления оценок подозреваемые были задержаны. В ходе следствия выяснилось, что этот случай далеко не единственный. Причастность к совершению преступления обвиняемые признали полностью. В Чистополе 44-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, ушла из дома вместе со своим приемным 6-летним сыном. Тревогу забили родственники, когда женщина с ребенком не вернулась домой. Выяснилось, что перед уходом она сложила в мешки вещи сына, свою одежду и компьютер. Розыск принес свои результаты. Фотографию пропавших увидели жители города, узнавшие женщину, и сообщили о ее местонахождении в полицию. Находилась она у своих знакомых, о причинах ухода из дома неизвестно. Сейчас органы опеки и попечительства ребенка у нее изъяли, он находится в приюте. Стражи порядка выяснили, что оформляла документы на опекунство женщина в Набережных Челнах. Сейчас ее планируют лишить всех прав на приемного сына. Очередные жертвы приговоренного мошенника. В полицию Казани продолжают обращаться обманутые клиенты фирмы Дмитрия Василенко. Напомним, 31-летнего мужчину обвинили в том, что он активно привлекал клиентов, брал предоплату, порой 100%, а свои обязательства так и не исполнил. Сумма ущерба составила почти 2 миллиона рублей. Айрат Назипов вспомнил нашумевшую историю. Эта история стала известна на всю республику в августе минувшего года, когда оперативники задержали уже бывшего директора филиала одной из фирм, Дмитрия Василенко. В то время у мужчины появились финансовые трудности, а уже после и обманутые клиенты. Я не суетилась, не переживала за то, что там что-то могут быть, какие-то проблемы. Я ждала. Тут через 2 месяца мы поехали в компанию. В итоге оказалось, что там дверь закрыта, висит объявление, что... молодой человек там какой-то попросил всех собраться. После этого я обратилась в полицию, написала в прокуратуру заявление. В такой же ситуации оказались еще 100 человек. Многие из них, сделав заказ, оставили предоплату от 15 до 25 тысяч рублей. Были и те, кто рассчитывался полностью, причем многие для этого брали кредиты в банках. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, достигает 2 миллионов рублей. Следствием было установлено, что, несмотря на имеющиеся финансовые трудности, директор компании продолжал привлекать новых заказчиков. Кроме того, обвиняемый активно рекламировал услуги компании, причем делал акцент на скидках, оформлении товаров, кредит до 2 лет или беспроцентной рассрочка платежа пенсионерам. Именно они в большинстве случаев и оказались в числе потерпевших. 2 месяца назад суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к обвиняемому. Однако даже после приговора в полицию продолжают обращаться потерпевшие клиенты. Сейчас стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий подсудимого, обращаться по телефону, указанному на экране. Айрат Назипов, вызов 112. Неравная схватка с ветром, изгнание туриста, а также красивый и в то же время курьезный гол в свои ворота. Программу завершит рубрика «Сплошные проколы». Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Мощь стихии невольно испытали на себе велосипедисты на соревнованиях. Спортсменам пришлось бороться не сколько друг с другом, сколько с непогодой. И эту схватку, похоже, многие из них все же проиграли. Другая неравная схватка произошла в Южноафриканской республике, где жертвой нападения стал неусидчивый турист. Забравшись на страусиную ферму, мужчина серьезно разозлил ее обитателя. Решив проучить наглеца, большая птица атаковала непрошенного гостя. Мало в тот день ему точно не показалось. Мужчина получил синяки и царапины. Впрочем, даже этот факт не испортил ему хорошего настроения. Le 2-1, Cuir mis sur le côté, on se dit intervention défensive finalement de Goulfon.
Забил один из красивейших голов в своей карьере, но был этому не очень рад. Курьезный случай произошел с защитником одной из футбольных команд. Игрок, пытаясь выбить мяч через себя, не рассчитал траекторию полета и отправил его в собственные ворота. К сожалению для спортсмена, красоту его медвежьей услуги оценили лишь болельщики и команда соперников. Лейсан Сабирова, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.